Мекендештер арбаңыздар, мени көпчүлүк биздин жарандар ушу Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы деп билет. Бирок менде дагы экинчи кызматым бар. Бул расмий кызмат. Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасынын Россия Федерациясында расмий өкүлү болом. Анан ошол себептен ишкерлерге тиешелүү көптөгөн бизди төгөрөк столдорго чакырып турат. Ал жерде ошо төгөрөк столдордо ишкерлердин талабын талашып, алар жөнүндө бир сыйра маалыматтарды берип, айтып, анан кээ бир мүмкүн болгон учурда дагы сөзсүз түрдө мигранттар жөнүндө, мекендештер жөнүндө, жеңилдиктер жөнүндө айтып кетем. Ошондой төгөрөк стол жакында эле Соода өнөр жай палатасында Россия Федерациясында өттү. Биз кичинекей сөзүбүздү айттык. Кызыктар болсоңуздар, көрүп коюңуздар, лайк басып коюңуздар. Көрүшкөнчө. Заседание. В первую очередь, Кыргызстан, как член Евразийского экономического союза, в Евразийском экономическом союзе есть 4 свободы. Свободное передвижение рабочей силы, товаров, услуг и финансовых ресурсов. И в этой связи где-то вот отчасти я согласен с нашими коллегами, что сертификат соответствия, который есть в разных, в том числе и в странах Евразийского экономического союза, не всегда подпадает под те категории, которые нам хотелось бы. Это один из первых барьеров. Второй барьер – это логистический барьер. Опять же, из-за сертификата соответствия многие наши промышленники не могут как раз таки в Российскую Федерацию завести свой продукт и реализовать на рынке Российской Федерации, несмотря на то, что есть определенная свобода. Следующая проблема – это кадровый дефицит. На сегодняшний день почему-то парадоксальная система. Кыргызстан сам стал импортером рабочей силы из третьих стран. В Кыргызстане у самой не хватает на рабочей силы, в том числе и швейной отрасли. У нас работают бангладешцы, пакистанцы, узбеки, а мы тут, как представители диаспоры, иногда жалуемся, что больше полумиллиона наших соотечественников находятся за рубежом, и пора где-то его возвращать уже на родину, к Кыргызстану, чтобы здесь вот своей стезе можно было реализовать свой рабочий потенциал. Здесь к нам подключилась еще особая образовательная система. Как раз таки на базе 9 класса Кыргызстан сейчас запускает ряд определенных профессиональных отраслей, швейников и сварщиков. То есть мы понимаем, что дети должны с 9 класса, соответственно, уже владеть по окончании 11 класса определенной профессией, и эта профессия ему поможет в будущем где-то себя реализоваться. Потому что, опять же, вот здесь наши коллеги из «Газпрома», да, были моменты, когда они обычному рабочему сварщику предлагали от 300 тысяч рублей заработной платы. И мы понимаем, что если учащийся школьник будет выпускаться с определенной профессией, это, конечно же, будет большим плюсом для развития дальнейшей экономики. И самое главное, вот, что в Кыргызстане по поводу легпрома очень интересная и конкурентоспособная система, это 0,25%. То есть здесь налог на прибыль включен в единую ставку. Налог с продажи входит в общую ставку. НДС не облагается. Социальные платежи частично покрыты. То есть это позволило нам в первую очередь выводить отрасль из тени, то есть серого рынка в Кыргызстане практически нету. Привлечение инвесторов, вот здесь Сан Саныч говорил, из Ламуда, многие производители едут в Китай, чтобы там открыть свои фабрики. Не надо в Китай, приезжайте в Кыргызстан, мы вас с удовольствием встретим и организуем все, что надо от имени Кыргызстана. Поддержка занятости. В этой отрасли легпрома в Кыргызстане на сегодняшний день трудится больше 200 тысяч граждан. Это только граждане Кыргызской республики, не считая тех иностранных граждан, которые вот таки приезжают из-за рубежа и шьют одежду, в том числе на российский рынок. Усиление экспортного потенциала. И я думаю, что опыт Кыргызстана, вот 0,25% налогообложения, это было бы на самом деле как раз таки вот здесь коллеги из Оренбургской области жаловалась, что там есть вот такие большие проблемы. Мне кажется, где-то нужно перенять этот опыт. И Кыргызстан на сегодняшний день
от количества начал выходить на качество. То есть Made in Кыргызстана, сделано в Кыргызстане, сейчас она становится на рынках Евразийского экономического союза очень актуальным. Это дало нам как раз таки рост экспорта в 5 раз за последние годы, и в этом же духе планируется развиваться наш Легпром. Дальше, коллеги. Также Россия испытывает сейчас, российские предприниматели испытывают большую проблематику по поводу переводов денежных средств в третьи страны, чтобы оплатить услуги своим партнерам, в то же время в Китай. В этой связи страны Евразийского экономического союза, особенно Кыргызстан, стал финансовым хабом для российских предпринимателей. И здесь как раз таки присутствует у нас вот коллега, он мне, после меня продолжит, господин Ростовцев, по поводу продукта финансовых переводов через Кыргызстан в третьи страны. Благодарю за внимание, спасибо за заседание. Спасибо. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14.